Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, какой шанс, какая возможность появится и поможет поменять вам жизнь к лучшему. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, дату рождения, так и спросите, какой шанс и какая возможность поможет мне поменять жизнь к лучшему. Я думаю, вы все уже настроились. Убираю назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы. Так, интересно. Очень интересно. Ну, я вам сейчас такую вещь скажу, только вы не падайте в обморок. За вас уже очень многое решили, высшие силы решили. Вот такое впечатление, что был какой-то у вас судный день, судный час, когда решилась ваша судьба и ваше будущее. Я вижу, что вам присудили счастье, вот стать счастливым человеком, человеком довольным собой, своей жизнью. То есть это не благо идет, да, это идет справедливое решение, справедливая награда относительно вас. Потому что человек вы хороший, потому что вы человек, который, ну, скажем так, не озлобился от того, что вам выпало. Человек милосердный, человек, который вот умеет жертвовать и умеет быть вот благородным. Да, это даже не умение, это ваша особенность. Да, очень благородный человек, добрый, открытый. Вы умеете прощать, вы умеете принимать, вы не бунтарь, да, вот, который там вечно всем недовольным, там все не такие, я вот пойду, буду рубиться направо-налево, там, что надо свое, там, сам заберу, прочее, прочее. Нет, это не про вас. Вот вам высшие силы, вот высшим судом, справедливым судом, тут такую награду присудили. Так что, мои хорошие, какой шанс? Ну, шанс, он уже есть, возможность, она уже есть. Вы уже счастливый обладатель вот этого вот счастливого билетика в новую жизнь, прекрасную новую жизнь. Значит, смотрите, мои хорошие, сейчас я вам более подробно расскажу, да, потому что у разных людей будут разные обстоятельства. Прежде всего, здесь у нас птицы. Вы видите с правой стороны две птицы. Это новости, это сообщения, это информация, которая какая-то вот резкая, одномоментная, да, вот сообщения один за одним, либо какие-то могут быть документы, да, какие-то предложения, вот одно за одним пойдут. Если вы будете принимать эту информацию, если вы будете принимать эти приглашения, если вы будете реагировать на эту информацию, поверьте, ваша жизнь, она качественно поменяется. Здесь речь идет о качестве вашей жизни, то есть финансовое ваше благополучие, может быть, место жительства, да, то есть вы будете жить в более приятном месте, намного приятном месте, чем живете, и вы не будете вот думать о том, что ой, там денег мне не хватает, как мне жить, там, как мне платить и прочее, прочее. То есть как бы жизнь меняет качество. То есть вы спокойны, вы довольны, вы не думаете о том, как мне там прожить на свою зарплату. Наоборот, вы думаете, вот, а где бы мне отпуск провести, где бы мне там погулять, в какой ресторан сходить. Вот это вообще замечательно. Это, ну, то, о чем мечтали, да, либо кто-то даже и не мечтал. Вот здесь вот благодаря этим птицам, этим новостям. Так, следующий момент. Здесь у меня два человека, они муж и жена, либо они были мужем и женой, но вот отношения как будто бы
ну, пошатнулись, да, тут кто-то вмешаться мог очень конкретно. Здесь люди вот любили друг друга, понимали, а одним утром проснулись и как будто бы на разных языках говорят. Вот как бы потеряли доверие, потеряли вот эту связь, потеряли даже в какой-то момент даже какую-то чувственную, да, подоплеку этих отношений. Значит, мои хорошие, вот если это вы и ваши отношения, и кто-то вмешался, да, вот какая-то персона особо вот вмешалась, вот внесла диссонанс в ваши отношения, я вижу, что все-таки у мужчины пойдет прояснение. И мужчина как бы сделает шаг на сближение, то есть какое-то предложение, с каким-то разговором к вам придет. И за этот разговор, за это предложение можно ухватиться и его раскрутить. Вот в плане того, чтобы примириться, восстановиться, не терять друг друга, да, а наоборот вот осознать, что мы пара, что мы любим, что нам вместе хорошо, и мы можем построить действительно прекрасные отношения. Вот как бы прекрасно, да, и благодаря, кстати, вот этому разговору, тут еще и страсть между вами может случиться, то есть какие-то вот моменты, все наладится и будет прекрасно. Так, еще такой момент вот для тех, кто встречается, общается, но у вас какие-то велотекущие отношения, то есть непонятно, да, что будет, останемся, расстанемся, может быть, вы просто любовники. Значит, девочки, сразу говорю, тут ребеночек выходит, возможно, вы забеременеете, и как вы забеременеете, вот это и будет шанс на то, чтобы вам все-таки сходиться, жениться и быть вместе. Вот если вы забеременеете, знайте, что это знак свыше, что этот мужчина ваш, что вы его женщина, и что вы должны быть вместе. Вот этим ребеночком благословляют ваши отношения, мои хорошие. И ждет вас семейная жизнь, станете вы мамочкой, женой, причем женой очень любимой. И мужчина, вот он поменяется просто на глазах, он станет лапочкой, станет добытчиком, он станет очень ответственным. И из мужчины из этого замечательный отец выйдет. Он будет вам и помогать, и за ребеночком будет следить, и будет прям пылиночки сдувать и с вас, и с ребеночка. Это очень классно. Прям тьфу-тьфу-тьфу. Вот, девчонки, не пропустите момент, да, и ни в коем случае не думайте о том, чтобы прервать беременность. Вот не думайте, потому что этого ребеночка, конкретно вот этого, да, это высшие силы позволяют. Это даже не хочу об этом говорить. Да? Я вас предупредила. Конечно, я не имею права. Я просто читаю знаки. Вот я думаю, что вы меня услышали. Тут счастливая пара, счастливая семья образуется. Дальше, мои хорошие. Здесь связано что-то с работой, либо с начальниками, либо с конкурентами. Вот как будто бы у вашего конкурента, либо начальника, какое-то существо, я не знаю, тут монстр вышел, злобный монстр, как будто бы голова отсекается. Либо уволят этого начальника, либо что-то с вашими конкурентами произойдет, да, какая-то беда, напасть. И у вас появится шанс либо занять высокую должность, либо наконец-таки избавиться от тирании злобного начальника, либо занять нишу вот полностью, да, вот в бизнесе, в работе. То есть конкуренты ваши, они как самоликвидируются. Это очень классная возможность. И если вы сейчас сидите и думаете, вот нет желания работать, хочу уволиться, потому что начальник либо начальница там лютуют, сосвету меня сживают, потерпите. Потерпите, здесь событие немножко попозже пойдет, то есть где-то, может быть, недельки 2, либо 2 месяца, да, вот ситуация поменяется. Не будет этого всего. Вот прям избавление, причем вот как без всяких, скажем так, предпосылок, да, одномоментно. То есть вечером вы засыпаете там со страхами, переживаниями, а там на следующий день утром вы понимаете, что бояться-то больше нечего, все, закончилась власть лютых людей надо мной. То есть очень классно будет. Так, мои хорошие, идем дальше. Здесь выходят дороги, причем дорог здесь 2. И эти дороги, они какие-то равноценные, либо равнозначные для вас. Вот. Перед вами будет выбор. Понятно, что на 2 дороги сразу не ступишь и не пойдешь. Значит, мои хорошие, я вам тут предлагаю
не отказываться ни одной, ни другой дороги, а просто выбрать, да, что для вас более актуально сейчас и что вы можете отложить на потом. То есть выбор делать не надо. Нужно постараться вот так рассчитать время, либо ваши возможности, способности, чтобы и один путь пройти, и второй путь пройти. Потому что каждый из этих путей несет вам очень хорошие перспективы, какие-то подарки, какие-то возможности, людей интересных. Вам нужно и там побывать. Вот. Поэтому не ставьте себе там блоки и не отказывайтесь от того, что выходит, а старайтесь все успеть и тот путь осуществить. Это очень важно. Дальше, мои хорошие. Здесь очень интересно нам показали помощь от высших сил. Но здесь, знаете, как такой огромный голубь, да, расставил крылья над вами. И как будто бы он вот этими крыльями закрывает не только, например, вас, но и закрывает тех, кого вы любите, за кого вы переживаете. Если от вас потребуются какие-то действия, либо вы будете там переживать за кого-то, просто помолитесь. Помолитесь и попросите, чтобы высшие силы защитили. И эта защита, она будет предоставлена. И опять же таки, у вас идет как исцеление души и тела через молитву. Может быть, вы особый человек, да, который имеет какой-то прям коннект, да, с высшими силами. Может быть, вы не знаете о своих способностях. Вам вот выпала такая счастливая возможность, чтобы просить у высших сил и получать желаемое. Особенно это касается, например, мамочек, да, чьи дети, например, там, уезжают из дома на учебу, на работу, может быть, там, на каникулы будут уезжать, вы переживаете. Либо если ваши близкие где-то там далеко от вас, и вы тоже переживаете, думаете, а что будет. Не переживайте, не думайте, а просто читайте молитвы. Просите высшие силы, и будет вам полное заступничество и помощь от высших сил. Вот такой вы человек благостный, понимаете, ваши молитвы высшие силы слышат и вам помогают. Просите за себя — помогут, просите за своих близких — помогут. За любого человека попросите, кому вы хорошо относитесь — помогут. Вы этого про себя не знаете. Либо если знаете, то почему-то этим не пользуетесь. Это просто очень классная возможность. Считайте, что вы можете творить чудеса, да, по-другому тут и не скажешь. Так, мои хорошие, еще очень важный момент связан с каким-то расставанием, наверное, да. Здесь возможность вам создать семью, причем, смотрите как, очень похоже, что это мужчина либо женщина, да, вот кто меня смотрит, вы найдете себе пару, но ваш любимый человек, он будет где-то жить, то есть на каком-то отдалении, удалении, может быть, в другом городе, может быть, в другой стране, да, на другом континенте. И у вас с этим человеком, возможно, семья. Вот может, человек уже вам предложение сделал, а вы сидите и думаете: ой, а страшно переезжать, я там не знаю языка, я не знаю культуры, что я там буду делать. Значит, мои хорошие, для вас этот брак, либо этот союз, эта перспектива, да, не только для вас, вот неправильно сказала, не только для вас, но и еще для ваших близких. Смотрите, что я вижу. Для кого-то отыграется, что брак с этим человеком – это возможность обрести какую-то очень классную, добрую, большую семью, где все дружные, где все веселые, друг другу помогают. Вот какая-то прям как коммуна, да, община, вот как пчелки в улике. То есть люди очень добрые, открытые. Скажем так, если у вас семьи нету, все в жизни бывает, то вы обретете вот в лице этих людей самых прекрасных, лучших, не только родственников, но и друзей. Вот, это очень классно. Если у вас семья есть, если вы, например, там богатая мамочка, да, у вас есть детки, внучки, там, может быть, даже правнучки у кого-то есть, вот этот ваш переезд, вот этот ваш брак, он поможет вашим детям, вашей семье тоже туда вот эмигрировать, переехать и начать новую жизнь. Вот там будет очень хорошо, там будет весело, там будет празднично, там вы
позабудете о тех тягостях и неприятностях, которые вы встречаете в повседневной жизни. Какой-то невероятный климат. Это не природу, я имею в виду, да, вот микроклимат там в семье, в отношениях, между людьми. Какое-то общество очень дружное, очень сплоченное и доброжелательное, понимаете? Вот они доброжелательны ко всем, абсолютно ко всем. Там вот как все равны, все добры, все живут очень счастливой, доброй, такой позитивной жизнью. То есть вот такой замечательный шанс. Так что, девчонки, мальчишки, кто думает о заграничных женихах и невестах, ну, это действительно замечательно, это действительно шанс, это возможность на то, чтобы стать счастливым человеком, да еще и смотрите, какие у вас тут семьи очень замечательные образуются. Вы никогда об этом не пожалеете. Конечно, могут быть какие-то вопросы, ну там адаптация, сами понимаете, но тем не менее. Я вижу, что для вас это какое-то прям сверхблаго идет. Вот, так что решайтесь. Заключайте союзы, любите друг друга, наслаждайтесь жизнью, все будет замечательно. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.